Вітаю, сябры. Мы сёння на Камароўкі. Трошки сонейка нас не радуе, але погода на дворе цудоўная насправді. Мы уже у летней такой вопратке. Сёння стежым за тым, што адбываецца, глядзім, што на плошчы, на Камароўкі. Гэта наша лакацыя, на якой мы сустракаемся кожную нядзелю, каб паглядзець, колькі людзей з задаваленнем пакідаюць свае подпісы. Мы сёння будзем амаль увесь час тут быць, таму што чэргі вы зараз пабачыце такой вялікай пакуль няма, людзі далучаюцца. Канешне, мы будзем здымаць усіх, хто тут прысутнічае, таму далучайцеся. Шчыра дзякую, што вы побач са мной. Бачу ваш чат. Пірс Найдерс, Олекса, вітаю. Щиро тобі дякую за допомогу. Будь ласка, допоможіть розповсюдити стрім. Сьогодні ми ходимо на Комаровки. Мінськ вітає. Я бачу чат. Чудовно працюємо. Перший наш такий YouTube стрім. Тому сябри, нехай нам щастить. Так, я сьогодні у перчатках, я сьогодні у маске. Конечно, тому що ви ведаєте, що небезпечна ситуація в Україні нашій. І треба оборонятися. Щиро дякую. Глядім, що відбувається. Усім доброго настрою. І я мамі обіцяла сьогодні повернутися додому. Збираються вже люди. Ми планували починати о 12 годині, і тим не менш уже на сьогодні, на зараз можна сказати, що люди підходять, люди становляться у чергу. Локація, хто не ведає, зараз я вам покажу. Гэта стоять за Світлану Тихановською. Уже працюють активісти, вже працюють ініціативні групи. Є вольні столи попереджують. Зараз так само активісти будуть проходити по черзі, тому що люди будуть долучатися. І у гэтым сенсі, конечно, будуть... Добрий день. Добрий день. Як ваше самоочування зі святом? Зі святом все добре, бачите, працюємо. Ніхто мене познав, але у масках насправді я не познаю людей, але мені приємно, що вони так само мене привітають. Щиро дякую. Багато хто здимає сьогодні насправді. Живі вічно, щиро дякую. Слава Україні. Гэта стали за Цепкала. І зараз поглядимо, напевно, є ще «Говори правду» в сетях. Гэта за Дмитриева покидають підписи, ось їх локація. Привітання. Працює. Так, терміновий був такий. Добре, усе буде добре? Вероника будет? Мы уже подписались еще на первом. На участке? Как их контролировать? Ну, чтобы наблюдатели как-то конкретные. Хотя бы к участку приходить, собираться толпой, фиксировать. Видеть, что они, как их Ну, а як ви міркуєте? Ось, на ваш погляд, тому що ми-то розуміємо, що будуть масові фальсифікації, вони будуть заворачувати наші підписи. А на ваш погляд, що зараз треба зробити з боку ініціативних груп? А проблема у тим, що тільки координатори можуть подавати підписи гэтыя, а координаторів завсёды вельмі мало, то і у їх вельмі короткий час. Ну, гэта спеціально зроблено, каб люди не могли у повному вигляді зробити свою працю. Что вы мяркуете на Я думаю, правильное решение, что должны на участках обязательно стоять до последней минуты, до последней секунды стоять люди, которые, вот инициативная группа, допустим, любого избирателя, чтобы всем показать, сколько пришло именно за эти 3%. Понимаете? Смешной был инцидент, когда на данном моле молодежь, вот эта БРСМовская, налетела на журналиста Радио Свобода. Сначала, главное, что глупости, это кураторы задали один единственный вопрос. Сколько вам заплатили? Сколько вам... Кураторы, толпе из 20 человек, у них был один единственный вопрос. Сколько заплатили Радио Свободе? А потом в конце всего, эта же молодая девушка подскочила к куратору самому Орде и спросила, а сколько вам заплатила? Она даже своего куратора в лицо не знает. Это был позор и стыд. Это вот сразу видно, что, где мы живем, понимаете? Сами вот эти БРСМовцы налетели на Орду и спросили у него, сколько вам заплатили?
Он сказал, что я на провокационный вопрос отвечать не буду. И там было четко все понятно нам. А 100% людей, з якими я розмовляла, ну, з приводу цієї теми, казали, ну, слухайте, ну, це ж треба бути такими баранами. Привітання. Спасибо Так, вам, конечно. На работайте камеру для нас. можемо показати з вами? Я приехала из города Новогрудка. Вот, очень большой активист раскрыла в нашей республике очень большие коррупции, за которые знает и КГБ, знает и все. Меня хотели наградить, но я отказалась от всех награждений. После этого, что я самого Лукашенко опозорила, мне одевают наручники, помещают незаконно в психиатрический стационар. 18 часов держали под током, убивали, наркотиками травили. Я сама пишу стихи и песни, музыку пишу. Какая я психбольная. Что со мной вытворили, я выжила. Я все прошла. Огонь и воду и медные трубы. Но я ему говорю: Александр Григорьевич, хватит придуриваться. За что вы делаете тут? Инвалидами наш народ поделали. Столько инвалидов. Это все неправомерные действия нашей администрации президента Качанова. Куда ты смотришь? Приехала в наш Новогрудок, привезла генерала, привезла всех. Я все рассказывала. Говорю, стань под флаг, забудь слово миллиардер. Поняла, говорю? Придет война, попросите хлеба. Я им все высказала. Куда вы смотрите? Какие я коррупции пораскрывала? Что вы, говорю, делаете с нашим народом? Почему вы не даете свободы слова? Почему вы всех рабов поделали? А ей это было все равно. Вы, мать, говорю, почему вы такие коттеджи построили, что человеку нужно 140 лет пахать как валы и не есть, и не пить? Что вы себе повыстраивали? Унитазы золотые поделали. Это же позор нашей республики. Вот. На всех форумах была, со всеми международными республиками общалась. Воровали больницу. А ви друкували, так? Я это все, Это да. корреспонденты друковали. Корреспонденты. Я провела расследование. Благодаря мне раскрыли 100 человек здравоохранения. Я медик. Я приехала в КГБ, все бумаги подала. Они себе погоны повесили за меня, а меня в психбольницу поместили, чтобы я ничего доказать не смогла. Что это такое? Довели до второй группы инвалидности здорового человека. Ганьба. Вот так, что вы Убивали, 18 часов под током держали без воды. убивали, еды. выдержала, чтобы ничего не туалета. помнила. Хотели до инсульта довести меня, понимаете? Выжила все. Вот. И везде обратилась в другие страны мира. Конвенция же инвалидов какая, они нарушают протоколы, они нарушают все. А он подговаривает людей специально, чтобы я ничего добиться не могла, правоохранительных органов. Вот. Это все под его приказом. Подала на суды наши, в суд Ленинского района, чтобы возбудили уголовное дело на администрацию президента, служебная халатность. А они написали оскорбление и клевета. Мне такие юристы помогали писать. Какое оскорбление и клевета? Потому что президент полетит сверху. А я песню специально написала, как говорится, это самое, про Беларусь, которая писала: Беларусь моя синеокая, ты как мать для меня. Это знай, не забуду я тебя, милая, только ты меня не убивай. На Евровидении 19 я ее пела и с жюри со всеми. Я там участвовала. Я на большущих конкурсах, и на X-Factor выступала. Вот. Так, обождите, а где-то бумажки прокуратуры? Будемо змагатися. Ми сьогодні тут для того, щоб це все Да. змінити. Нічого Я не пойду, бойтеся, говорю, на всё, долучайтеся и до никогда нас. не боюсь. Я говорила, главная вершина у каждого человека, до которой он идет, он пускай годами идет. Она скользкая, Личное до нее расположение добраться очень администрации тяжело. президента помещение видите? в больнице. Написали по приказу администрации президента. Вы представляете, Министерство У здравоохранения? нас зараз яны займаються питаннями здравоохорони, адміністрація при президенті. Психиатрический стационар поместить по приказу администрации президента, что я такие коррупции раскрою. Куда же вы смотрите, республика? Так, згодна. Ми сьогодні зібрали тут для того, щоб обороняти своє право. Щиро дякую, поспіхів вам і будьте побач з нами, щоб ми могли вас у гэтай злочиннай улады з лап выцарапаць, тому що ми усі зараз у одній ситуації, коли право забрали абсолютно у кожного громадянина Білорусі.
На жаль, Знаете, кожний. что Следственный комитет, куда я обращалась столько раз, написали. Прям так и написали. Вот они знают. Она защищает свои права и свободы и законные интересы. Значит, она должна находиться в психиатрическом стационаре. Цудовно. Так и написали. Цудовно. Вот так. Які молодці. Вот. А Яни чим тоді займаються, пробачте, таким? А я еще помогла. Сказала, говорю, знаете что? Почему наш Следственный комитет такое вытворяет? Пожалуйста, приехала в КГБ. Расследуйте все по Следственному комитету. Всю нашу Беларусь. Благодаря мне Следственный комитет в Лиде попался 2 голубых. Понимаете, что это такое? На рабочем месте занимались сексом мужики. Следственный комитет. Це їх приватна справа, звісно, але ну, Ну как это можно? під Это час позор. праці треба А сам працювати. президент говорит, это мои дети. Это Чудовно. я создал Следственный комитет. Они показали твое лицо голубого человека. Кто ты такой? Щиро Смотрите, что дякую. они делают. Вот, читайте. Не зря им одели голубые наряды. Вот это и голубые. Да, я Это бачу. вот в судах лежат такие вот Болванки. бумажки. Так. Людей Заготовки. на улице вылавливают, приводят, заставляют подписывать эти бумажки и штрафуют. Мы вот как раз ее взяли, при нас привели, значит, 2 работяг, которые вышли на обед, чтобы купить себе поесть. И старушку старше меня в халате и в тапках вышла молока, хлеба купить. Они привели, заставляли их подписывать эту бумажку, оштрафовали. Это так Лукашенко создает жизнь для Беларуси. Ні, країни для життя ми будуємо самі. А знаете, еще, извините, скажу, что наш город очень старинный город. Так. Он ни разу за 25 лет, это столица Литовского княжества, не посетил. За 25 лет туда не приехал. Музей создала Польша по нас. По Ярославу Мудрому даже ни музея не сделали, по князю Миндовгу ничего, памятника не сделали. Литва, Польша, Так. Украина удивляются. Что ты смотришь, куда ты деньги деешь? Почему ты финансирование не провел в нашем городе? Куда эти деньги уходят? Ему плевать, главное, что он сделал комфорт своей семье. Вот и все. Народу он ничего не сделал. Жители обратились, вот сейчас мы письма эти разнесем по посольствам, чтобы они добились, Розгляділи справи. чтобы под юрисдикцией или Польши, или Украины, или этой самой Литвы пошел Новогрудок, потому что там страшно творится. Ні, ну іншим країнам ми не повинні віддавати наші території. Це как абсолютно А он не уже треба. отдал Трампу, там уже Трамп положил Трамп лапу, уже там уже взять, Трамп. За Лукашенко подписаться. взять Лукашенко Трампа, не ведает. понимаете, с нашего Новогрудка. И они хвалят Бельских и Кушнеров, которые расстреляли во время войны 140 человек в нашей деревне на Либаке и удрали, стали миллиардерами. Они их восхваляют. Трампа зятя. Это же убийство дедушки и бабушки. Что натворили? Они ж Трампу этот Новогрудок продают. Поэтому он не посещает А нас мы не никогда. хотим, мы лучше будем в Европе. Лучше Устроили, пусть Польша будет, понимаете, чем Трамп. 9 мая. Это День Победы. Давайте ми Я будемо сама залишатися была. Білорусю Они і білорусами выходят у нашій Это країні. самое-самое... Це Про головне. Бельских, про Кушнеров их восхваляют. И музей по ним Вітаю, сделали. вітаю, Артем, вітаю, Наталічка. Щиро Вот дякую, мої хороші. дякую. Біжимо далі. Значит, мы узнали, в Сингапуре правительство выделило огромные деньги на поддержку народа своего. Да, в связи с коронавирусом. Там, короче говоря, от определенной суммы зарплаты будут безвозмездно давать деньги. Пенсионерам не хотят выплатить. Да, значит, семьям до 20 лет имеющих детей будут выдавать 300 сингапурских долларов. Старше 50 лет людям 100 сингапурских долларов. Вот. Безвозмездно, понимаете, это 71 доллар на США. Наш придурок что сделал? Он уже сейчас требует, чтобы платили за то, что оплачиваешь телефон вот там на почте, за то, что ты оплачиваешь квартплату. Так интересно, мы поэтому приготовили письмо и хотим собрать подписи, где оно, куда ты положила его. Ну, я зрозуміла, каб прибрали гэты Чтобы он ганебные немедленно поборы. с 1 июля начал нам такие же выплаты. Хватит красть у нас. Возвращай нам деньги. Вот, смотрите, хлопцы. Давайте я вам Для покажу. чего он делает балы Подписываться королевские будете? на Новый год? Вот, смотрите. Это что, короли делают Вот, такие? верните Бабы пенсионерам деньги. 70-летние выходят в Возвращайте. нарядах таких полных.
где эти самые Мы попов, ультиматум жены ставим. собирать. Сейчас будем собирать подписи и отправлять им. Щиро дякую за вашу працю. Ми побач, ми разом. 2 недели гуляют. Пожалуйста, Мне плачивать деньги. Все, щиро дякую, поспіхів вам. Дякую, що порозмовляли. Вам тут пишуть привітання і тримайтеся. З нами побач і багато проєктів. Пенсионеры переплачивают. Возьмите, пожалуйста. Сидите президента, Конституцию на Пенсионеров деньги забирать нельзя. Дякую щиро вам. Кого он выбирает, этот самый, депутатами? Председатель депутатов, молодую девку какую-то 23-летнюю. Ну, елітка. Да? Вона така. Щиро А он дякую. все видит, сам говорит. До зустрічі, поспіхів і звертайтеся до нас, щоб ми вас бачили, що з вами нічого не відбувається древнього. Надо управлять психбольницу, А? проверять на Координаты. Я Можете? сама управляю. Координаты. Моє канал YouTube Хелен Мінська, це моє, і можете там стежити за нами. Ми тут постійно кожну неділю о 12 годині. Дякую. Почули один з, можна сказати, глас народу, що кажуть люди. Пойдемте поглядим, тому що я бачу, що збираються люди на Комаровському ринку. Бачимо стіги народної громади. Це наша локація, зараз повернемося до її. Давайте звернемо увагу, що тут відбувається. Вот это вот 7 граммов. Привітання. Здравствуйте. Мы из России. Мы хотим, чтобы было мир, уют и доброта. Мы хотели, чтобы всех людей пускали в Россию, в Белоруссию, чтобы не было никакого закрытия. А ні, Хотим, щоб ні, поїхати. повинна бути межа, сябри. Це все добре, звісно, але на фоні тих подій, які відбуваються, ви ж розумієте. Межа з Білорусією і Росією не Вы потрібна. не снимали сейчас нас? Знімали, ви ж у прямому ефірі. Стільки народної громади. У Мінську шмат людей, в Гомелі поки мало. Я думаю, що збираються люди, підходять, тому що замовлено було на 12 годин. Тому люди будуть підходити. Давайте трошки послухаємо, що там відбувається. Так. Сябри, ось вона наша красуня, вона нікуди не зникла. Хто бачить, Вероніка, пару слов. Вона побач з нами, ми її будемо сьогодні обороняти. И 14-го я тоже буду здесь. Если я не буду, в 11 часов выходит Николай Статкевич, он будет здесь. А 11 годині 14 числа ми чекаємо Миколая Статкевича. Но я так понимаю, я же знаю этих мерзких тварей, которые вывезут куда-нибудь его за мир. Так. Ну ничего страшного, доберется как Валентин сюда к 3 часам. Так, сябри, ми тут. Я щиро дякую, що ви тримаєтесь. Моє натхнення. Нас не побороть, щоб ви розуміли. Ми зробимо усе можливе, щоб наша країна була саме пригожа у Європі і саме квітніша, правда? З такою пригожістю у нас усе тримається обов'язково. Самое главное, что нам не страшно. Вот я даже когда утром собиралась, уезжала, когда я на работу ходила и знала, что я поеду в СИЗО, мне было абсолютно не страшно. Страх, смелость, дело которое тренируется качественно очень быстро. У меня сейчас драйв. Я сюда ехала, у меня нету страха, потому что я ни в чем не виновата. Я человек, который делает все по закону. Я ни у кого ничего не краду, я себе зарабатываю на жизнь. Вот. Солидарность! Скажи, что громадин залью. Там, скорее всего, будут глушить, мы потом зальем туда. Залье Вероника попозднее. Кстати, поставь со своих стримов там ссылки на свой канал. Потому что я вышла сейчас из аккаунта, и я стерла все на компьютере, когда уезжала, ставила. И стерла все на компьютере и удалила все с телефона, даже приложение удалила. Поэтому у меня сейчас будет другой телефон, другой номер, я пока не могу вести. Но я там записала пару видео. Я бачила. Да.
по безопасности, как вести себя на Уйобывай, пикетах. уйобывай, стоп, таракан. Шрудяк. Бачили ти відео, які я бачила? Окей. Нет, там одну, вторую нужно еще порезать немного. Там я вчера очень быстро записывала. Первое уже готово, его можно открывать. Я думаю, что Сергей его может сегодня-завтра открыть. А зараз розповсюджується стрим. Можна розстрим робити на народну громаду. Каб я ведала, я б розстрим зробила туди, але ну, А ты можешь сейчас сказать, что переходили на канал и переключиться и перейти опять на народную громаду? ну вчите, я не веду, як це робиться. Ну, нет, ты просто закончишь здесь и попросишь людей, чтобы они перешли на народную громаду. Перебігши Начать на там, народну да, громаду. Да, и начать там. Сябри, є пропанова закончити тут стрим і пойти Просто на там канал намного, народної там громади. люди ждут, и там намного больше зрителей, там тысячи людей сидят Так. в Беларуси и ждут. Лайкните мне, коли ласка, ці ви готові перейти на канал Народної громади, на велику пляцовку, де багато сябров. Когда перейдешь на народную громаду, я вот там буду с парнем стоять, подойди, пожалуйста, к нему. К нам. Я хочу с ним. Добре. Сябри, є пропанова перейти на канал Народної громади і перепостим. Готово. Окей. Сябри, я закінчую тут. Полхвилини, і я виходжу у ефір на каналі Народна громада. Коли ласка, зробіть розповсюд. Наступний раз прочитаю. Что я могу сказать? Удачи на экзамене. Я думаю, что ты про всех, кто надежду Беларуси. Я думаю, что ты